14 сентября исполнится 179 лет со дня рождения преснопоминаемого протоиерея Валентина Амфитеатрова. Этой дате посвящает свои заметки почитательница его памяти Елена Бочарова. Дорогие братья и сестры, 14 сентября нашему дорогому утешителю и чудотворцу, великому московскому старцу протоиерею Валентину Амфитеатрову исполнится 179 лет со дня его рождения. Сегодня мое повествование коснется темы, как жил протоиерей Валентин в Москве, и о домике, в котором проживал пастырь в последние годы жизни. Впервые юношей, полным сил и окрыленным благочестием, будущий маститый и благороднейший протоиерей Валентин Амфитеатров посетил Первопрестольную Москву, когда принял решение поступить в Московскую духовную академию в возрасте 23 лет. Уроженец Орловской губернии, чистый сердцем и впечатлительный по натуре, он буквально влюбился в град 40 сороков. Москва в те годы была сказочно красива и дышала православием, веселя и утешая души колокольными перезвонами церквей. Батюшка называл ее целительницей душевных недугов. По окончании академии, спустя лишь 17 лет, протоиерей Валентин получил свой первый приход в Москве, в самом центре града, Кремле, в 1874 году. Это был храм святых равноапостольных царей Константина и Елены, что в Танинском саду Кремля. Храм был небольшой и располагался так, что похож был на белую голубицу, таящуюся в раскидистых ветвях насаждений сада. Этому храму отец Валентин отдал душу и сердце, прослужив в нем 18 лет, собрав под кров храма огромную пасту своих духовных деток. В 1892 году батюшка был переведен в Архангельский собор Кремля настоятелем, и, конечно, вся его паства последовала за ним в собор. По переезде в Москву в 1871 году семья батюшки с супругой и детьми вела образ жизни, напоминающий кочевой. Своего собственного жилья, недвижимости в столице у отца Валентина не было до конца жизни. Служа священником в Москве, он проживал некоторое время на Пятницкой улице, вскоре переехал на Причистенку, позднее проживал на Зубовском бульваре в доме придворного духовенства, потом на Дмитровку, Воздвиженку. В 1899 году семья Амфитеатровых переселилась на Воронухину гору в дом Рыбаковой. В 1880-м батюшка овдовел. Супруга Елизавета родила ему 4 детей – Александра, Александру, Любовь и самую младшую Верочку. Сестра жены, благочестивая Мария Ивановна Чупрова, скончалась в 1904 году, взяла все хозяйство и воспитание детей на себя. Конечно, помогали батюшке и его духовные чада, беззаветно его любившие, ведь основное время пастырь посвящал служению Богу и ближним. Что же представлял из себя домик, в котором провел последние свои годы протоиерей Валентин? Дом, где, несмотря на постигшую его великую скорбь, потерю зрения, он не переставал окормлять возлюбленную паству. Это был обычный одноэтажный дом на Воронухиной горе, позднее переименованный в Смоленскую набережную. На протяжении от Дорогомиловского Бородинского моста до Проточного переулка на набережной стояло небольшое количество домов. Домик отца Валентина был самым длинным, в 11 окон. Далее от домика в сторону Дорогомиловского моста как будто шагал наверх пятиярусный щитовой деревянный забор, поднимаясь в гору и сразу заворачивал в Шубинский переулок. Само это строение с выбеленным фасадом и скатной кровлей выглядело со стороны набережной очень скромно. Вид же со двора был более уютным, со стрельчатыми удлиненными окнами, в готическом стиле и симпатичным входом в покое, к которому вела небольшая лестница и предваряла входная площадка. Новомученица Анна Зерцалова, духовная дочь протоиерея Валентина, в своей книге о пастыре «Подвижник веры и благочестия», впервые изданной до революции, писала: «На берегу Москвы-реки, за Смоленским рынком, стоит маленький одноэтажный домик, простенький, невидимый, он теряется среди прилегающих к нему грандиозных строений фабрики». Фабрика, о которой писала Анна Зерцалова, шерсто-ткацкая, торгового дома вдова М., Рыбакова и К. Со стороны реки над зданием фабрики возвышалась высокая готическая башня. В наши дни строения фабрики частично сохранены и виды изменены. Теперь здесь находится типография «Наука». Здание домика, где жил батюшка, также принадлежало купцам-фабрикантам Рыбаковым. Там батюшка занимал маленькую квартирку.
Заканчивая повествование о домике, где последние годы жил и почил в Бозе протоиерей Валентин Николаевич Амфитеатров, отдавший священническому служению в Москве 44 года, предложу слушателям отрывок из воспоминаний о батюшке духовного сына, отца Валентина, которые были опубликованы в Америке в 1950 году. Вернувшись как-то из заграничной поездки, проездом через Москву я отправился повидать батюшку. Стояла весна. В маленьком домике с цветущей сиренью палисадника все окна были настежь. Отца Валентина я застал полулежащим в большом кресле. Он был слаб, но по-прежнему бодр духом. Посещение мое его порадовало. Отпустив бывших у него и на сей раз посетителей, он усадил меня за стол, поил чаем, расспрашивал обо всех родных и о моем путешествии, вспоминал, как он знал нас с братом еще маленькими. Вера Валентиновна хлопотала около больного отца, поправляла ему подушки и старалась предупреждать его желания. За беседой я обратил внимание, что с улицы, где нескончаемые вереницы растянулись вдоль набережной подводы ломовых извозчиков, в раскрытые окна доносилась бессмысленная ругань толпившихся ломовиков. «А чего бы, батюшка, не закрыть окна?» — предложил я. «Это ты, деточка, про ломовых? Не обращай внимания, в глупости вслушиваться не стоит. А гвалт этот самый я даже люблю. Весна, люди веселые, здоровы, ну и дерут горло. Так, от полноты бытия, Бог с ними». Отец Валентин задумался. «Вот я часто думаю, — заговорил он опять, — что люди всегда недовольны настоящим. Оттого не замечают, что жизнь такова, как она есть, и есть счастье. Послушай этот гвалт. Солнце рекой пахнет, смолой, мокрым канатом. Люди сыты, при деле. Дома, видимо, у всех благополучно. Пусть их веселятся. Дай им Бог здоровья». Прощаясь и попросив благословения, я благодарил батюшку за все, чем он украсил наше детство и молодость. Отец Валентин был тронут и сказал как-то нерешительно: «Вот вы уж теперь большие, не любят молодые, чтобы их учили, но вы с братом поймете. Не забывайте Бога, всегда благодарите Бога за все, за все». Такие дивные слова. Хочется поселить их в своем сердце и не унывать. А теперь еще раз напомню слушателям, что 14 сентября на Ваганьковском кладбище в честь дня рождения протоиерея Валентина Амфитеатрова к месту его погребения соберутся почитатели его памяти, чтобы почтить батюшку и помолиться ему.